Как сообщалось ранее, Узбекистан и Министерство энергетики и промышленности подписали соглашение о совместной подготовке инвестиционного проекта ГЭС Хамбарата-1 в Кыргызстане и протокол о взаимных поставках электроэнергии. Мы подписали соглашение с Узбекистаном о строительстве Хамбараты-1. Работа уже началась. Поставлена задача завершить строительство Хамбараты-1 в течение 3 лет. До этого наша страна не могла построить 30 лет. Дай бог, планируем закончить за 3 года. Напомним, Узбекистан долгое время категорически выступал против строительства гидроэлектростанций в Кыргызстане. Только в 2017 году во время первого визита в Бишкек Шавкат Мирзиёев выразил желание Ташкента участвовать в строительстве Хамбараты-1. Сегодня, по его словам, страны начинают реализацию. Наши компании прорабатывают вопросы совместного строительства и эксплуатации гидроэнергетических проектов. Это очень серьезные и крупные объекты. Мы поговорили и впервые пошли не на подписание меморандума, а на подписание соглашения. Мы должны работать и отчитываться перед нашими государствами, ведь это крупные гидротехнические проекты. Ранее министр энергетики и промышленности Кыргызстана встретился с делегацией Узбекистана во главе с министром энергетики Алишером Султановым. Турдубаев с большим удовлетворением отметил, что достигнутые накануне договоренности начинают практическую реализацию. Министр энергетики Узбекистана в свою очередь отметил, что между профильными государственными органами двух стран есть большой потенциал, который необходимо реализовать в ближайшее время. По задумке властей, Хамбаратинская ГЭС должна полностью избавить Кыргызстан от необходимости импортировать электроэнергию, а наоборот, позволить экспортировать ее. Эксперты считают, что для удержания водно-энергетического баланса Кыргызстана должен взять себе контрольный пакет акций ГЭС. Этот проект в случае воплощения в реальность станет стратегически важным объектом. Также необходимо, чтобы мы владели контрольным пакетом акций. Пока точной информации нет, кто сколько потратит. Эксперты по-разному оценивают сближение позиций двух стран по вопросу строительства гидроэнергетических объектов. Но прежде всего, отмечает депутат легендарного парламента Эргеш Турюбаев, принято политическое решение и сделан шаг вперед. В ходе государственного визита Садыра Джапарова в соседнюю республику было подписано соглашение о строительстве Хамбаратинской ГЭС. По моему личному мнению, такое решение очень важный шаг для страны. Если за 3 года построят, то было бы хорошо, так как в последнее время Кыргызстан начал испытывать дефицит электроэнергии. Строительство Хамбараты покроет не только внутренние потребности, но и есть вероятие экспортировать в другие страны, которые нуждаются в электроэнергии. Для этого у нас есть все возможности. Стоит отметить, в 2012 году с Россией было заключено межправительственное соглашение о строительстве Хамбаратинской ГЭС-1. Финансировать проект должна была Российская Федерация, но власти заявляли, что строительство ГЭС затягивается по разным причинам. Позже глава государства Алмазбек Атамбаев заявил, что Россия не сможет реализовать соглашение. В 2016 году Джугорку Кенеш денонсировал соглашение о строительстве малых и средних ГЭС Верхненарынского, Каскада и Хамбараты-1. Ранее проект строительства Хамбаратинской ГЭС оценивался в $3 миллиарда. Азамат Кенджешев, Улугбек Сулайманов, Нью ТВ.